эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вот о чем расскажем вам сегодня. Чрезвычайно высокая пожароопасность леса ожидается в 3 районах Якутии. На сегодняшний день 5 класс сохраняется в 7 улусах. Битва с долгами. В Якутии сокращают миллиардную задолженность за коммуналку. Однако в списке крупнейших должников по-прежнему Верхоянский, Верхневилюйский и Нюрбинский районы. Стабальникам Якутии оплатят перелет в любую точку России. Республиканская авиакомпания запустила ежегодную акцию для лучших выпускников. В Москве объединились те, кто ежедневно приближает победу. В Национальном центре «Россия» прошел масштабный форум Народного фронта, собравший волонтеров, военных медиков и общественников со всей страны. Искусство среди страниц. В Якутске открылась выставка «Между книг». 32 художника ломают привычные границы. В селе Хатыстыр Алданского района разыгралась драма, похожая на сцену из фильма ужасов. 11 июля крупный медведь пришел в поселок и за день побывал в 4 домах. Зверь был агрессивен и ничего не боялся, рвал двери с замками, крушил мебель, но, к счастью, в первых 3 домах никого не оказалось. В 4-м жили мужчина с маленьким сыном. Когда медведь ворвался внутрь, отец схватил ребенка, и они успели укрыться на крыше, откуда вызвали помощь. Прибывшие охотники с собаками отследили зверя и ликвидировали его в лесу, всего в 200 метрах от дома. Никто из людей не пострадал. Синоптики предупреждают, 14-15 июля чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса ожидается в Усмайском и Кобяйском районах, а 16-17 июля в Тампонском. Сейчас такой же уровень сохраняется еще в 7 улусах, включая Намский, Горный, Мигино-Кангаласский, а в целом по республике действует особый противопожарный режим. С 10 июля посещение лесов категорически запрещено. Причина очевидна: жара, сухость и порывистый ветер создают идеальные условия для того, чтобы любая искра стала большим пожаром. С начала эпидемического сезона в Нерюнгринском районе зафиксировано 38 случаев укусов клещей. Среди пострадавших 8 детей. Из общего числа укусов 25 местные, 13 завозные. На сегодня исследованы 18 клещей из 33 отправленных в лабораторию Якутска. В 3 из них обнаружены возбудители заболеваний. В одном сразу 2 – клещевой боррелиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. В 2 других только боррелиоз. Энцефалит пока не выявлен. При этом в соседнем Алданском районе он обнаружен в 9 из 77 исследованных клещей. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что при обнаружении клеща важно не пытаться удалить его самостоятельно. Извлечь клеща должны в медицинском учреждении. Там же будет обработано место укуса, введен иммуноглобулин и назначено профилактическое лечение. Самой главной мерой профилактики является трехэтапная вакцинация. Если вы выезжаете на природу, то очень важно соблюдать меры индивидуальной защиты. Это правильная одежда, это использование репеллентов. С нашей стороны, в преддверии эпидемического сезона в обязательном порядке организовано и проводится такое профилактическое мероприятие, как акарицидная обработка. С начала этого года голубое топливо уже зажглось в 197 домовладениях, больше всего в Якутске, а также Чурапчинском, Мигино-Кангаласском и Хангаласском районах. В этом году Сахатранснефтегаз планирует подключить еще 1500 семей. Темпы впечатляют. Республика лидирует на Дальнем Востоке и входит в 5 лучших регионов России по социальной газификации. Совместно с «Газпромом» в Южной Якутии запускают программу перевода 67 угольных и нефтяных котельных на чистое топливо, чтобы к 2030 году в Алекминском, Ленском, Нерюнгринском и Алданском районах воздух стал чище, а отопление дешевле. В правительстве республики под председательством Дмитрия Садовникова прошло совещание по вопросу сокращения задолженности муниципальных образований за коммунальные услуги. На сегодня сумма долга районов составляет порядка 2 миллиардов рублей. При этом за последнюю неделю сумму удалось сократить на 100 миллионов. В списке крупнейших должников остаются Верхоянский, Верхневилюйский и Нюрбинский районы, тогда как северные улусы рассчитываются вовремя. Ситуация находится на ежедневном контроле у главы республики и органов прокуратуры. Ситуация непростая, но она для всех одинаковая. При этом Минфин докладывает, что все равно определенные суммы районам финансируются. И районы важность задачи понимают, и это хорошо. Есть районы-отличники, это, как ни удивительно, это северные районы, которые своевременно рассчитываются перед предприятием.
но есть районы, которые имеют задолженность сотнями миллионов рублей. Также Дмитрий Садовников обсудил ход строительства ключевых объектов образования в республике. Для ускорения достройки Дворца детства в Мирном, готового на 84%, поручено оперативно скорректировать проектную документацию и возобновить работы. По школе на 350 мест в поселке Чульман со сдачей в 2027 году сейчас решаются вопросы дофинансирования, необходимые для закрытия теплового контура здания к зиме. В то же время возведение школы в селе Сунтар вышло на финишную прямую. Объект готов на 84%. Там идут дизайнерские работы и благоустройство, а открытие планируется к новому учебному году. В целом у нас по социальным объектам в текущем году планируется ввести 34 объекта. Часть объектов в связи с финансированием, возможно, будет перенесена, но в целом вот общее количество более 30 объектов мы будем вводить. С текущего года Минстрой России проводит мониторинг не только по вводу жилья, но и по вводу нежилой недвижимости, куда входят все наши вот социальные объекты. В текущем году мы планируем ввести не менее 200 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Государственная информационная система маркировки товаров «Честный знак» уверенно укрепляет свои позиции, становясь краеугольным камнем в борьбе с нелегальной продукцией и повышении прозрачности рынка. Централизованная цифровая инфраструктура, отслеживающая движение товаров от производителя до конечного потребителя, уже успешно применяется к 37 товарным группам, из которых 29 находятся под пристальным вниманием Роспотребнадзора. Это означает, что все больше потребителей получают возможность убедиться в подлинности и безопасности приобретаемых товаров. Ключевая задача «Честного знака» – нивелировать возможность появления на рынке поддельных, контрабандных или не прошедших необходимую сертификацию товаров. При цифровой маркировке товаров потребители всегда могут проверить подлинность товара, сканируя дата-матрикс-код на упаковке. С помощью мобильного приложения «Честный знак» можно узнать всю историю продукта либо товара, проверить его легальность, качество, проверить сроки годности и состав. А также можно сообщить о нарушениях и отправить обращение, которое поступит в Роспотребнадзор на рассмотрение. Так, за 2025 год в адрес территориального отдела поступило 26 обращений. За текущий период в системе «Честный знак» от граждан поступило 20 обращений. По всем обращениям приняты соответствующие меры. В Министерстве образования Якутии подвели итоги минувшего учебного года. Как отметила глава ведомства Нюргуна Соколова в ходе пресс-конференции, этот период для отчета был выбран не случайно, ведь как раз недавно завершились пересдачи экзаменов. В целом, итоги учебного года министр оценила на высоком уровне, сообщив о положительной динамике результатов выпускников. Это, по словам Соколовой, результат выстроенной за последние годы работы системы образования, направленной на углубление подготовки по профильным направлениям и профориентационную деятельность. Так, в этом году количество стабальных призеров Всероссийской олимпиады школьников возросло до 28 человек. Ну и самое важное, это охват предметов также увеличился. Всего 9 предметных областей, в том числе родные языки, и якутский, и венкийский в первый раз. Да? По якутскому языку это было второй раз. Кроме этого, конечно, мы смотрим над тем, каким образом наши школьники развиваются. Это дополнительное образование, поддержка талантливых детей. Уровень безработицы в республике сократился почти вдвое, до 2,8%, что является исторически низким показателем. При этом на 10 вакансий сегодня приходится 4 соискателя, а наибольший спрос, 61% от всех заявленных вакансий, приходится на рабочие специальности. Это сообщает Госкомзанятости республики. Самые востребованные специальности – это машинист, водитель, сварщик, автослесарь, электромонтажник. Сегодня в рамках национального проекта «Кадры» жители республики могут бесплатно пройти профессиональное обучение и дополнительное образование. Обучение доступно для молодежи до 35 лет, граждан старше 50 лет, родителей в декрете, инвалидов, ветеранов и членов семей участников СВО. Подать заявку можно через портал «Работа России» или в Центре занятости. 100 баллов на ЕГЭ, твой билет в небо. Авиакомпания «Якутия» запустила акцию для лучших выпускников республики. 100-бальники могут получить сертификат на бесплатный перелет в любую точку страны. С первыми 2 счастливчиками встретилась Диана Антонова.
Высший балл на едином государственном экзамене – результат кропотливого и долгого интеллектуального труда. В этом году в Якутии 28 стабальников. Ранее они получили 100 тысяч от главы республики Айсена Николаева, а бесплатный перелет станет для них приятным дополнительным бонусом. 2 стабальницы уже получили свои сертификаты с рук генерального директора авиакомпании. Планирую полететь в Москву на учебу. Хочу поступить в Российский экономический университет имени Плеханова. Я очень рада, что есть возможность бесплатно полететь в Москву и снизить расходы родителей на поступление, потому что на общежитие, на дальнейшую жизнь все равно нужны деньги, а тут получается снизить расходы. Я получила 100 баллов по русскому языку. Я очень рада тому, что я получила сертификат. Это действительно как-то добавляет уверенности в своих знаниях, возможностях. Я планирую поехать в Москву, поступать туда. Чтобы стать участником этой акции, стабальнику нужно зайти на сайт, ознакомиться с информацией и подать документы на электронную почту авиакомпании. Заявки принимаются до конца июля, а воспользоваться бесплатным перелетом можно в любое удобное время до конца этого года. Понимая всю трудность обучения, мы понимаем, какой путь прошли в школе дети, добившись таких высочайших результатов. И, как говорится, по зову души мы хотим это отметить. Обладатели сертификата могут воспользоваться на перелет нашей авиакомпании в любую точку маршрутной сети нашей авиакомпании. Данная акция планирует стать ежегодной традицией. Благодаря ей выдающиеся выпускники Якутии имеют возможность запланировать поездку к центровузам или отдохнуть в курортном городе. Диана Антонова, Артем Наговицын, Якутск. Молодежь Дальнего Востока и Арктики соберется в Якутии. С 30 сентября по 2 октября в селе Чапаево пройдет 4-й Николаевский форум «Единство народов. Стратегия развития», который впервые выйдет на межрегиональный уровень. Регистрация открыта до 30 августа. И принять участие могут молодые специалисты от 18 до 35 лет, управленцы, предприниматели, общественники, лидеры коренных народов и студенты, готовые предложить идеи для развития макрорегиона. В программе 6 направлений – от экономики и технологий до социальной политики и грантового конкурса Росмолодежи, где проекты могут получить поддержку от 5 до 500 тысяч рублей. Те, кто ежедневно помогает фронту и мирным жителям, собрались в Национальном центре «Россия». В Москве прошел форум Народного фронта «Все для победы». Его участниками стали волонтеры, военные, медики, общественники со всей страны. Среди них делегация из Якутии. К участникам форума обратился президент России Владимир Путин. Подробности в сюжете Айсены Курнашовой. Народному фронту 15 лет. Форум приурочен к 4-летию работы под девизом «Все для победы». Все для победы! 1000 участников из разных регионов страны, объединенных одной идеей. Без помощи тыла не будет победы. Эту простую истину доказывают миллионы россиян. Они не держат в руках оружие, но ежедневно помогают фронту. Шьют экипировку, собирают гуманитарные грузы, ремонтируют технику и поддерживают бойцов. Участников форума приветствует президент страны. Спасибо большое вам за такую теплую встречу. А я со своей стороны хочу сказать, что 15 лет назад было принято не ситуативное решение, что Народный фронт, а мы сегодня в эти дни отмечаем юбилей 15 лет, полностью себя оправдал. Полностью. Потому что, во-первых, удалось собрать сюда таких людей, как вы. Вам низкий поклон за все, что вы делаете. Все 15 лет вы всегда, не только вот в эти годы проведения специальной военной операции, но все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. Ключевые проекты Народного фронта представили на выставке. Разработки Кулибин-клуба, мобильная медицина, БПЛА. И это лишь малая часть работы. Основная в тылу. Волонтеры ежедневно помогают по всей стране. Мы реализуем совместный проект по передаче автомашин на новые территории, которые ранее были конфискованы за езду у людей, за езду в повторном пьяном виде. Вот. Эти машины мы восстанавливаем. Наши активисты, кто здесь присутствует, также помогают. У нас нюрнбергские активисты активно участвуют в этом процессе и собирают гуманитарную помощь. Легковые машины, да, для передвижения. То есть мы их наполняем гуманитарной помощью и
ребята, волонтеры перевозят их. В прошлом году у нас уехало 4 машины, а в этом году уже подготовлены 2 и еще 2 на подходе. В прошлом году передавали женщины, которая волонтер там на новых территориях, лишилась конечностей. В рамках форума президент вручил награды лауреатам специальной номинации «Все для победы». Их получили люди, проявившие мужество при спасении других и внесшие значительный вклад в поддержку СВО. Победа будет за нами. Народный фронт поистине общенародное движение. Он объединяет более 20 миллионов россиян, неравнодушных, самоотверженных. И сегодня в Москву приехали самые активные участники. Поддержка этим людям необходима. Они должны чувствовать, что мы вместе. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. В якутском лагере «Энергетик» День памяти стал настоящим праздником гордости за своих героев. В рамках проекта «Вместе мы, патриоты России», который запустили Национальная библиотека Якутии и региональный Роспотребнадзор, около 400 ребят за лето не только освоили азы военной подготовки, строевой шаг, дисциплину, сборку автомата Калашникова, но и услышали живые истории о якутянах, удостоенных звания Герой России. Викторина, регистрация в электронной библиотеке и теплая встреча с представителями библиотечной ассоциации, которая вручила лагерю сертификат на инвентарь для досуга, сделали события не просто уроком, а запоминающимся приключением. Мы не должны в первую очередь забывать ратные подвиги наших героев, сегодняшних героев, тех былых времен. И поэтому, развивая культурные, духовно-нравственные ценности, именно вот библиотека нацелена на то, чтобы каждый человек развивал свой человеческий потенциал, чтобы у нас каждый понимал свою гражданскую ответственность. Вот, в основном вот такие цели. В Якутске стартовал юбилейный 10-й слет зеленых пионеров. Профильная смена «Береги планету» в лагере Кискил собрала сотни юных экологов со всей республики. О том, как крупнейшие компании помогают детям сохранить уникальную природу Якутии, узнаем в следующем сюжете. Путевка на этот слет – настоящая награда за годовую работу. Здесь собрались школьники, которые уже показали отличные результаты в разных конкурсах. Впереди у ребят насыщенная трехнедельная смена. Их ждут встречи с экспертами, мастер-классы и новые творческие проекты. В этом году мы будем сотрудничать с Верой Лини, которая из Москвы приедет по своему проекту «Дети Севера». Будет обучать 10 дней детей. Также очень интересно в этом году у нас новое будет. Будем учить детей создавать экологические мультики. Особую поддержку проекту оказывает компания «Алроса». Генеральный партнер уже в 8-й раз обеспечивает юных экологов всем необходимым. В этом году компания подготовила для детей подарки с бутылками из переработанного стекла, экосумки и развивающие игры, которые учат бережному отношению к лесу. Мы помогаем проекту уже 8-й год. И каждое лето с великим удовольствием приезжаем на открытие слета. Видим множество детишек, которые занимаются экологией, и нас это очень радует, и мы думаю, что будем всячески поддерживать и дальше этот проект. Жизнь пионеров вне лагеря – это постоянные исследования. К примеру, 14-летняя Анастасия из Усьмайского улуса активно защищает научные работы на конференциях. Я несколько раз уже участвовала на научно-практической конференции НПК же, и вообще в основном я часто также участвую в экологических конкурсах тоже. Лен пионером, человеком, который, мне кажется, это экология, человек, который отвечает за природу, за все, что окружает нас в округе. В числе таких же талантливых ребят Ариан из Момского района, который вместе с учителем создал полноценный мультфильм. Его главный герой – белый медведь, страдающий от лесных пожаров и браконьеров. Наша цель была нарисовать мультик про белого медведя, чтобы люди не пропагандировали браконьерство. Мы заняли специальный приз, получили специальный приз, путевку в лагерь Кискил. Сегодня проект «Зеленые пионеры» – это фундамент для экологической культуры будущего. Его реализация помогает вовлечь подрастающее поколение в реальные природоохранные инициативы и сформировать лидерские качества у будущих экологов республики. София Мельникова, Семен Семенов, Якутск. В Якутске проходит выставка «Между книг». Свои работы здесь представили 32 художника, но вместо привычных музейных залов их творчество было представлено в стенах библиотеки. Картины разместили прямо на книжных полках, рядом с романами, научными изданиями и сборниками стихов. Посетителям предлагают не просто рассмотреть работы, а сначала найти их. Подробнее о выставке «Квести» расскажет моя коллега Лилия Бурцева.
Обычно в музеях действует правило – экспонаты руками не трогать. Здесь же все наоборот. Чтобы увидеть картину, ее сначала нужно отыскать среди сотен книг. Работы замаскированы под книжные издания, совпадают по размеру, цвету и даже оформлению корешков. Такой формат не только знакомит посетителей с выставкой, но и помогает лучше ориентироваться в библиотеке. Найденную картину можно внимательно рассмотреть, подержать в руках, а затем вернуть на свое место. Посетители, в принципе, очень относятся к этой выставке с большим азартом, потому что это в форме квеста, да, такое соревновательное, спортивный интерес у людей появляется. И, конечно же, очень необычный формат, потому что все стоит между книг, они оформлены как книги в таком же размере. Искать картины помогают бумажные или электронные навигаторы. Экспозиция здесь расположилась сразу в 3 залах библиотеки. Выставка «Квест» увлекает посетителей всех возрастов, от школьников до взрослых. Мне очень нравится, как сами нарисованы картины, они очень красивые. И формат, да, он очень интересный детям, вот или нам как подросткам, типа лично мне очень понравилось. Так вообще по факту мы сюда пришли в библиотеку учиться, а мы с подругой сюда пришли, и вот такой вот небольшой перерыв. Мне очень понравилось, спасибо. Очень сложно на самом деле. Прямо я сразу даже не поняла, как их искать. Очень похожи на книги, да. Необычные просто картины, а такие неожиданные, нарисованные. Выставка работает уже месяц, и за это время ее посетили многие жители и гости Якутска. Познакомиться с необычной экспозицией можно до 18 июля. Такой формат помогает не только открыть для себя современное искусство, но и по-новому взглянуть на библиотеку. Место, где между книгами действительно можно найти неожиданные открытия. Лилия Бурцева, Иван Сырокоумов, Якутск. Уличная культура России выходит на мировую сцену. Завершается прием заявок на международный конкурс «Кардо», первую в мире премию для атлетов, танцоров, музыкантов, художников и организаторов, где каждый может заявить о себе, независимо от того, любитель он или профессионал. В 9-м сезоне участников ждут 13 направлений – от скейтбординга и брейкинга до рэпа, граффити и новой номинации «Роллерблейдинг». А соревнования пройдут в 2 лигах – профессиональной с федерациями и международным жюри и любительской, где минимальный возраст снизили до 14 лет. Победители получат не только денежные призы и гранты до 1,5 миллиона рублей, но и наставничество, обучение и поддержку в реализации проектов. Якутские масс-рестлеры едут покорять Монголию. С 15 по 18 июля в Архангайском Аймаке пройдет международный турнир, где в составе сборной России выступят 5 спортсменов из Якутии. Эрик Пермяков, Константин Жирков, Гарис Движков, Семен Степанов и Сергей Фролкин под руководством тренера Айсена Атастырова. Соревнования соберут команды из 7 стран – от Австралии, Филиппин до Южной Кореи и Пакистана. И каждый борец будет сражаться за личное золото по правилам Международной федерации масс-рестлинга. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы следим за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.